У нас разговор сегодня с очень интересным человеком, молодым человеком, актером, режиссером. И, как оказалось, совершенно буквально несколько минут назад выяснилось, что еще и молекулярным биологом по своему первому образованию Дамиром Бахтиевым. Человек, который радуется жизни, миру, людям, творчеству. Знакомьтесь, Дамир Бахтиев. Вообще всю жизнь свою сознательную я хотел стать биологом, я хотел быть ученым, заниматься наукой. В какой-то момент я начал понимать, что я не хочу с этим связывать жизнь. А это довольно понимание и информация травматичная для человека молодого, который все сделал для того, чтобы все как по маслу идет туда. И он вдруг осознает, что это ему не нужно. И дальше непонятно что. Я вел всякие мероприятия, то есть все задатки для этого были, для того, чтобы перейти в тот мир. Но, естественно, тогда это казалось невозможным, волшебным, каким-то недостижимым никогда. И я вот собой хочу вдохновить людей, тех, кто... Сейчас это можно. Никто в меня не верил, абсолютно. Даже все мои близкие друзья, самые, которые больше всего любили, они просто молчали, другие просто как бы крутили у виска. Ты чего? Ты столько всего прошел, тут столько всего уже у тебя случилось, столько всего прошло, столько всего получилось. Зачем тебе куда-то уходить вообще в другое место, вообще в другую сферу? Вы родились в Ижевске, закончили школу, поступили в университет, скорее всего, в Ижевске, да? В УДГУ я поступил без экзаменов, потому что у меня было гарантийное письмо за Всероссийскую олимпиаду по биологии. Вот так, то есть у вас олимпиады по биологии, вы поступили на биологический факультет, закончили и... Нет, я закончил, но произошла такая штука, что с 3-го курса я уехал в Пущино, и там в Институте белка я делал свою дипломную работу. То есть практически вот на месте, уже на научном месте. В институте, да, научно-исследовательском институте белка. Отлично. Российской академии наук. Да, и как-то прекрасном институте. Да, и как-то попутно были и на сцене, что-то проводили мероприятия. То есть вы все-таки вы экстраверт, вы можете... Нет, конечно. Нет, не экстраверт, интроверт. Но при этом вы, получается, совершенно умеете и получаете удовольствие от отдачи себя, получается, публике, ведь это не очень просто для интроверта выйти на сцену и там на 500 человек выступить, зажечь и, главное, держать эти 500 человек на себе. Мне кажется, что вот люди, которые кажутся экстравертами на сцене, они интровертные более. Хотя мне кажется, и вообще я уверен, что в любом ребенке, в любом человеке эта сценичность есть. Она просто в какой-то момент во что-то другое уходит, или еще, можно сказать, что учителя тоже актеры. Ну да. Когда я учился на 2-м, по-моему, курсе в УДГУ, я работал в школе преподавателем, учителем биологии. Уже? Меня позвали в мою школу вести лицейские классы. Вы начали работать биологом? Нет. Не работал. Не работали. Вы поняли, что не ваше? Я все это оставил и начал поступать в театральный институт. Как вы готовились? Как Бог на душу положит. Так. С 1-го года я не поступил. Я был уже достаточно старый для тех, кто набирал курсы. Я везде проходил до 3-го тура. Долгая история, я ее стараюсь рассказать очень быстро. Короче, я начал работать в Ижевском театре «Птица». «Птица». Да. И через год я уехал в Москву, и меня сразу взяли в театр. Вот так. Да. И только без диплома. Через несколько лет я поступил на режиссерский факультет «Щуки» и закончил ее с красным дипломом. Вот так. То есть дорога была совсем вообще в обход. Другая, совсем другая, да. Но если вы хотите, не бойтесь тем, кто вам говорит или кто в вас не верит. Потому что это ваша жизнь. Да. Из других потом не спросишь. С других не спросишь, да, но другие могут прям выбор, поломать, да, но и другие могут поломать. Очень и травмировать, и всякое другое плохое сделать. Вы начали работать в театре, это как-то одновременно с работой больничным клоуном было? Совсем по другой причине туда пришел и стал заниматься больничной клоунадой. Она только появилась в России. И вот мы ходили к детям, которые попали в какие-то сложные ситуации, с какими-то болезнями, с какими-то травмами. Не клоунада, которая в цирке или которая аниматорство. Это совсем другое, это особенное направление, которое про взаимодействие клоуна как человека или как существа, не характерного для больницы, который приходит к ребенку, чтобы его в этой больнице поддержать. В этой ситуации для него незнакомой, враждебной, как ему кажется, опасной, и так далее, изнуряющей, и так далее.
Почему вы этим занимались? Вы получали вот эту отдачу, да, от детских глаз, как-то вот какую-то для души что-то такое было важное, да? Мне все-таки кажется, что это какая-то эмоциональная, ну что ли, гигиена. Вообще любая такая деятельность, волонтерская, благотворительная, любая, она делается из эгоизма. Она делается из-за того, чтобы считать себя хорошим. Вот я ходил для того, чтобы считать себя хорошим и как-то помогать этим детям, потому что когда ты приходишь, ты все равно в них видишь себя. Ты все равно в них видишь себя маленького, к которому никто не пришел. А ты можешь прийти, и ты как бы можешь себе помочь. То есть, И ты приходишь и да. помогаешь, ну на самом деле ты естественно помогаешь им, но ты помогаешь как бы себе. В каком театре вы работали? В Долгопрудненском театре «Город». Так, театр «Город». Гастролировали, показывали спектакли. Да. И когда в вашу жизнь уже профессионально вошла режиссура? То есть вы поступили через несколько лет, да, вы закончили с красным дипломом, что потрясающе на самом деле, потому что режиссура — это сложно. Как бы дорожка привела, и очень хорошо, что она привела так. И очень хорошо, что именно так, именно туда, именно к этому мастеру, именно в этот институт. А кто был мастер? Юрий Николаевич Погребничка. Так, известная фамилия. Да, известная, непростая. А какой у вас был дипломный спектакль? Дипломный спектакль у меня был по сказкам Киплинга. Это был спектакль для всей семьи, он назывался «Маленькая сказка». Я его сделал в этом же театре «Город», и у нас были просто аншлаги. У нас люди, которые выходили со спектакля, они сразу покупали билеты на этот же спектакль в следующий раз. То есть его очень любили и актеры, и публика. Цыгане запили чарочки, первые поднесли Чаплину, он выпил. И к моему ужасу разбил бокал об пол. Все молчали. Через 5 минут он вновь наполнил бокал и снова разбил его. Один человек на сцене, плюс прекрасная совершенно барышня за роялем, за фортепиано, и какое-то вот абсолютное погружение. Когда этот спектакль пришел в вашу жизнь? Потому что пока я увидела только один спектакль, мне хочется, конечно, увидеть и другие, но это что-то удивительное. Этому спектаклю 12 лет в этом году. Мы сейчас говорим о спектакле, да. Я сегодня смеюсь над собой, называется. Да. По воспоминаниям Александра Да. Вертинского, да, по его мемуарам, можно По сказать. мемуарам, по такой литературе около Вертинского. Песни, Потому что, стихи, письма. Его творчество и по воспоминаниям его жены, еще там некоторые источники информации есть, потому что он же не закончил их, а спектакль надо как-то заканчивать. Вот. Этот спектакль, да, на него, я могу сказать, нескромно, что его любят, что на него ходят. Но сейчас это вот такие для меня знаковые были 2 спектакля в апреле, потому что я их не играл 3 года, там из-за некоторых обстоятельств. Вот. И это такое возвращение, мы его восстановили, я его немножечко доработал. Вот. И я крайне счастлив, что он вернулся и снова встретился со зрителем. И еще и такая реакция у зрителя хорошая. Да, я думаю, здесь очень много факторов тоже сложилось, и время вот эти 3 года были сложными для вас, и вы немного другой, да, сейчас, и ваша вот, и душа у вас сейчас на другом уровне совсем. И получается, значит, и качество спектакля изменилось. Тем не менее, когда вы его начинали играть, вы уже получили премию за лучшую мужскую роль, да, за эту именно роль. У него много наград на разных фестивалях, он много поездил этот спектакль. То есть по стране, да, по городам. И в Германию с ним ездили, и в Латвию на фестивале. Да. Сейчас так это все удивительно Сейчас вспоминать. Сейчас это все, да. Как это вообще, возродится ли когда-нибудь? Представляете, вся культура закапсулировалась. Вообще удивительно. Печально. Но есть все-таки наш зритель, да, который этот спектакль любит, и я надеюсь, что все, кто как-то причастен к миру театра, к миру каких-то литературных клубов, вечеров, приятных каких-то собраний и мероприятий, связанных с высоким искусством. Александр Вертинский — это все-таки высокое искусство, несмотря на то, что, как назвать его жанр? Городской романс?
Как назвать его жанр, в котором он Мне жил? кажется, что все-таки его жанр — это Александр Вертинский. Тоже Потому верно. что это его биография, и спародировать его можно, повторить его нельзя. И я помню, даже кто-то на его концерте, когда он вернулся в Россию, кто-то говорил, что после его концерта сказали, что этот жанр, он и умрет вместе с ним, потому что это его биография, а прожить его жизнь невозможно. Вечерний ресторан в парижских балагах, в дешевом электрическом раю. Всю ночь ломаю руки от ярости и людям что-то жалобно пою. Причем на стыке вот этих эпох, можно сказать, исторических, на сломах, да, на сломах вот, то есть того, что происходило в России, его эмиграция, ну, можно сказать, ну, начало там практически полубродяжническое, да, за границей, и потом этот оглушительный успех, и поздний брак, и дети, и Китай и так далее. То есть настолько жизнь одного человека, сколько он прожил? Она вобрала 68 лет, да? Да. Столько всего, там на 10 жизней хватило Да. бы, да? Удивительно. Итак, спектакль восстановлен. Я даже прочитала у вас в одном из постов, что вы нашли стулья, и у вас Да. теперь свой реквизит, Да, свой да. театр у себя дома практически. Потому что этот спектакль теперь существует отдельно от театра, и Ага. он это, то есть и не я не располагаю ресурсами театра, и вот есть какая-то группа людей, которые мне помогают, и мы его играем. Это совсем другое, я вам скажу, Да. чем то, что театр делает. Ну да, в театре ты, ну, можно сказать, под крышей, по крайней Конечно. мере, да? То есть, Под крышей, там есть цеха, люди на зарплате, которые все делают, потому что они должны это делать. А кто сейчас ваша команда? Это ваши Это- единомышленники, друзья? Это мои Кто? друзья, мой концертмейстер, люди, которые со мной сотрудничают. У нас свет, звук, это все, это то, что зритель не должен замечать, но оно существует, и оно должно профессионально работать. Администраторы, люди, которые стали администраторами на этом спектакле. Понятно. То, что ты туда заложил, даже если это самый простой спектакль, даже если это самый, казалось бы, в общем-то развлекательный. Мне иногда пишут, мы плакали, хотя мы понимаем, что плакать, в общем-то, нет причины, но мы плакали от того, что происходит. То есть вот На что-то сцене. настолько Да. внутренне что-то Да, происходит, и да? пишут даже мужчины. То есть это их настолько как-то так трогает, я сделал все правильно. Есть еще один спектакль, который нас опять вернет, снова вернет к этому слову, да, «Бедный Марат». Да, «Мой бедный Марат». «Мой бедный Марат». Судьба этого спектакля тоже давняя. Вы Да. начали играть в этом спектакле достаточно давно. Это Еще не когда ва- из Ижевска не уехал, да. То есть это спектакль, получается, Ижевского театра? Или Да. «Птица», да? Театр «Птица», да. Театр «Птица». Это наш такой знаменитый спектакль, даже на него все очень ходят часто по много раз. И я вот сейчас, я просто не знала, что это именно театр «Птица», то есть что-то пропустила. Вы были недавно в Ижевске у себя на родине и играли 2 спектакля, да? Мы его после огромного перерыва играли. И это очень интересно, потому что там, коротко скажу, там молодые люди встречаются втроем, и вот там показано 3 их этапа жизни. Во времени, да? Да, Вот, во время спектакля. И это очень такой наш знаменитый спектакль. Вот. И очень здорово, что мы-то тоже развиваемся, актеры. И теперь совсем другие вещи Вкладываете туда уже, да? становятся явными, становятся более сильными, становятся более тебя цепляющими. Да, акценты уже другие Да. в игре, да, совершенно, что И это личность неизбежно, уже и это другая. хорошо. Да. В том и дело, что вот сейчас я приехал в Ижевск, мы сначала сыграли там 2 Вертинских, и через неделю 2 Марата. Это было очень здорово, такое вот возвращение, можно сказать. Планы с гастролями есть какие-то сейчас? Вы- Если, конечно, вы можете об этом Да. говорить, потому что я знаю, что, ну, мало ли, да, то есть, может быть, вот не хочется пока озвучивать, чтобы... На обоих спектаклях, которые здесь прошли в центре Высоцкого, на обоих спектаклях о Вертинском был мой психолог. Так, у вас есть психолог, Она два прекрасно. раза приходила, Да. и она мне сказала, почему бы не привезти Марата сюда? Да. Я что-то как-то про это не думал. Вот, может быть, это получится. Еще есть один спектакль, который мы сделали, скажем так, во время того, как я заболел. То есть вот мы только его начали, мне врачи сказали, я пришел к режиссеру, продюсеру, сказал, что они должны знать. Говорю, вот если так, то вы можете, значит, меня
больше со мной не работать, потому что вот такие-то последствия Сложно рассчитывать, возможно, да? да. Как дальше будет, неизвестно. Они не отказались, и мы сделали такой спектакль, который называется «Гамлет. Очная ставка». Какое интересное, интригующее название. Да, это такая очень режиссерская, очень интересная версия Гамлета, более, скажем так, Гамлет очень большое произведение. Каждая эпоха его раскрывает по-своему. Здесь тоже есть свой взгляд на это, очень конкретный. Может быть, еще помогает то, что режиссер тоже из «Щуки», из моего института, мы с ним очень подходим. Там 5 человек. В этом спектакле я играю там множество ролей, не как здесь один все, а я там играю там, тоже много, но всяких, там и того, и ту, и этого, и, значит, и сего, и осла, и кого угодно. И так получилось тоже, что вот мы тоже как-то этот спектакль получился, и он тоже начал жить. Его начали везде приглашать. Мы с ним, пока было возможно, ездили в Сербию, на несколько фестивалей по России. И так получалось. То есть получается, что он идет редко, но очень метко. Потому что когда я не в больнице, я тоже был в разных физических состояниях. И был и в другом, даже в другом весе, чем сейчас, и с другим цветом себя, и без волос, и всякое. Но мы вот его играли, что роль это позволяла. Мы его играли там, в Благовещенске, где угодно. Кстати, тут в центре Высоцкого мы тоже его играли. Кстати, в Ижевске зрители, которые подходили после спектакля, они говорили все примерно одно и то же. И мне кажется, это очень интересно и очень для меня ценно. Они все говорили, нам после этого спектакля хочется плакать и жить. Вот. Жить сквозь слезы, да? То есть почему-то какой-то, да. Все примерно одно и то же говорили. И мне кажется, это вообще классно. Вообще мне ради этого можно плакать и жить. Да, ради этого надо жить, на самом деле. Жить. Да. Изменился круг близких людей после поставленного диагноза и со всей вот этой историей, которая дальше происходила? Практически нет. Так. Но со временем он расширился. Как это ни странно. Вот. Конечно, произошли некоторые изменения. Какие-то люди, испугавшись, отступили, но потом они через год, может быть, через 2, когда они пришли в себя, они как-то вернулись. Мне кажется, это больше напрягает человека, который в проблеме, Да. когда ты видишь, что люди не знают, что тебе сказать. Просто не думать об этом. И они отстраняются. А в этой ситуации это как раз самое, скажем так, мягко неприятное. Вот. А пока человек жив, с ним можно и нужно общаться. Если вы хотите, конечно. Естественно, да. То есть просто общаться, как всегда. Да, наверное, он же еще живой, он же... Просто необходимость именно просто в тепле, во внимании, в совместных прогулках, какой-то там помощи элементарной, там еще что-то. То есть ничего такого нет. Просто у меня есть племянник, родственник, он тоже уже 2 года борется с опухолью, и у него тоже есть вот этот вопрос к окружающему миру, да, даже к каким-то там родственникам, да, что вот вроде там я заболел, и как-то все там, было как-то активнее общение, теперь вроде там не знаю, что сказать, там, во-первых, ты это, мне кажется, чувствуешь острее, да, то есть, может быть, конечно. в той суете, в которой была обычная жизнь, ты как-то и не думал, что не виделись вы 3 недели, тут случайно пересеклись, да, а тут вот кажется, что 3 недели и никак, и ничего. Чем вы себя поддерживаете сами? Я же понимаю, что все мы на самом деле одинокие люди, мы все сами с собой, мы со своими вопросами остаемся наедине, как минимум ночью, да. Вы себя чем поддерживаете? Со временем у меня появился психолог. Он тоже появился не сразу. Я не думаю, что это подходит всем. Я и думал, что я никогда не приду к психологу, но в жизни все бывает. Я попробовал с таким. Вот этот замечательный, прекрасный, и он мне подходит, и не нужно... Жизнь вообще не очень длинная. Вы еще меняетесь в этот период. Вы не сможете всегда хотеть и мочь того, чего хотите и можете сейчас. Надо ее ценить. Это бессмысленно говорить молодым, но надо ее ценить и чувствовать. У меня появился психолог. Если у вас критическая ситуация, обратитесь к другим людям.
психологу, к каким-то своим надежным друзьям. Гуляйте, обязательно надо двигаться, можно читать, можно общаться. То есть сейчас, наоборот, нужно вот так Ценить вот общаться каждую минуту, с друзьями, которые еще адекватные, которые с вами действительно общаются, чего они там не думали, не говорили. Если они, конечно, вас этим не разрушают. Да, конечно, то есть тут тоже Иногда- надо себя беречь. Да. Мне Как кажется, это ты вообще интересно. прям оцениваешь каждое общение, уже вообще вот человека, общение уже Ценность его совсем... возрастает. Да. И становится совсем уж драгоценной. Я вам скажу, как биолог, нужно поддерживать разнообразие. Чем любая система разнообразнее, тем она устойчивее. Если это экосистема, если это генетическая система, если это система людей, которые разным занимаются и увлекаются. Вот не становитесь одинаковыми, не становитесь похожими друг на друга. Будьте все разными. И тогда это будет интересно. Сейчас некоторые обстоятельства, которые принуждают людей как бы проходить сквозь какое-то сито, как бы селекционироваться по каким-то признакам. Избегайте этого. Избегайте. Разнообразие – основа жизни. Вы татарин же, да? Наполовину. Наполовину. А кто Да. у вас татарин? Отец. Отец татарин. Язык? К сожалению, совсем мало. Только вот что-то из детства от бабушки. Так как отец быстро ушел, такой стандартный советский отец, отсутствующий. Так. Вот. А вы с ним никак не виделись, не общались? Нет, То уже есть он- много лет мы не много видимся. лет не виделись, Да. да. Вы даже не знаете, что там, как, где. Ну, я знаю Или- примерно, что там с ним кто-то мне брат передает. Мгм. В То эту есть культуру связи нет. совершенно не погружен, но несколько слов знаю. И все. Отлично. Вот. Но зато как звучит Дамир Бахтиев. А мне так нравится. Да? Дамир, мне очень приятно, что мы с вами пообщались. Вы хоть и наполовину татарин, и, к сожалению или к счастью, в культуру не были погружены, но вот мне хочется вам подарить книгу, которую наша организация выпустила в прошлом году. Она называется по-татарски «На своей земле свой язык». Да? Здесь есть что-то на татарском, но в основном все написано на русском, есть татарские стихи, есть как татарские интересно. тексты, да, но есть и тексты на русском языке, то есть люди здесь, академики, преподаватели, ученые, историки, дипломаты, да, разные люди, мы собрали 100 человек, или 110 даже, вот, с вопросом, как сохранить культуру, язык и так далее. Казалось бы, про татарский, но это в принципе про то, как сохранить свою индивидуальность, языковую, культурную, там, да, человеческую индивидуальность. Вот, здесь есть и моя скромная статейка, как психолога. Вот, я дарю вам вот эту книгу. Спасибо большое. Вот, кстати, про национальности и про идентичность, это же тоже про разнообразие. Как только система становится однообразна, она страшно быстро погибает. То есть универсальность – это зло, правда? Однотипность, универсальность, Абсолютно точно. одинаковость. Абсолютно точно. Скажу вам, есть такой европейский режиссер. Вот была с ним встреча, не знаю, приедут ли они еще эти европейские режиссеры сейчас в Россию, пока непонятно. Одну важную вещь он сказал, с которой я абсолютно согласен. Он говорит, он говорит студентам, это была встреча со студентами театральных вузов и вообще с театральной общественностью. Не стремитесь к универсальности. Будьте провинциальными. Как только вы будете провинциальными, вы станете универсальными. Это очень правильно. Так что спасибо вам большое. Да. И вам, как любителю вообще почитать, дарю вам книжку вот такую, называется «Испанский плутовской роман». Спасибо большое. Вот, еще... Мои желания исполняются, кстати. Я как раз хотел почитать давно уже. Хотел почитать именно плутовские романы. Я так рада, что я угадала. Да. Так, вот здесь Класс. на пакете написано «Будущее принадлежит тебе». Спасибо. А еще такая вот история мне захотелось, поскольку мы кошек любим. Здесь картинки с кошками. Я хочу, чтобы вы выбрали себе какую-то одну картинку, которая совпадает, ну, которая вам будет близка, вот, и я вам напишу там что-нибудь. Вот, выбирайте. Пусть будет вот это. Вот это. Хорошо, хорошо. Сделаю вам закладку для книжки. Да. И, кстати, тоже всегда делаю из открыток закладки. И раньше, когда можно было ездить по миру, я покупал в разных музеях
репродукций всяких работ. И скопилась коробочка. Из этой коробочки периодически достаю и делаю закладки в книжках. Спасибо вам огромное. Спасибо Я вам. огромное удовольствие испытала, общаясь с вами. Хочу на все ваши спектакли со своими друзьями. Вот я водила подругу на Вертинского, и она была в шоке. Она не знала, куда она идет, она не знала вас. То есть я-то как-то уже познакомилась с вами через ваши соцсети, а она не знала. Я говорю, идем, надо идти. Она говорит, ну пойдем. И она вышла, Лиль, спасибо. Спасибо огромное, просто это было открытие. Вот я желаю вам, дорогие наши подписчики и зрители, открытий, пусть небольших, маленьких, но каких-то открытий в жизни. Пусть они вас поддерживают, радуют. Ходите в театр, посещайте музеи, выставки, изучайте все, что можно изучить. Просто вот насыщайтесь какими-то позитивными, приятными, красивыми впечатлениями, обогащайте себя, настраивайте себя на то, что нужно завтра проснуться, одеться, выйти, погулять, увидеть какую-то красоту, найти эту красоту в окружающем мире и чувствовать себя счастливым, несмотря ни на что. Вам дай мир, здоровья, Спасибо. счастья, радости общения с друзьями, поклонниками, зрителями как можно чаще. И пусть лето будет теплым, красивым, счастливым и добрым для вас. Оно ничего не дано. Не дано? Чем вы занимаетесь, то и приходит. Но слух развить невозможно. Оно может быть, как есть задатки для этого, но нужно развивать. Может быть, вы тоже не знаете, что там вам дано. А вам говорят, вам это не дано просто, и все. Сколько таких всё актеров, закрыто. артистов, еще каких-то людей, которым говорили, у вас нет вообще Наверное, как предпосылок вам, наверное, Да. говорили, когда вы А решили на самом уйти. деле потом оказывается, что это какие-то великие и уникальные люди, которые вот это развивают. Ни к чему вы не верьте. Если вы очень хотите, найдется путь, по которому вы попадете туда, куда вам надо.